гряда Крымских гор. Казалось бы, они расположены в самой степи, но тем не менее здесь находятся живописные высокие скалы, вокруг которых находились античные города, центры, крепости. Это место называлось Сарык-Кая. Здесь находилось одно из сарматских поселений на территории предгорного Крыма. Тысячелетиями процессы выветривания оставляли свой след на склонах скал. За моей спиной находится участок скалы Сарык-Кая. Мы подошли к гроту, на котором сосредоточено большое количество сарматских наскальных граффити, наскальных рисунков, которые образованы выцарапыванием на скале. До сих пор сохранились и отчетливо видны ряд изображений. Много домашних животных и орудий. Это говорит о роде деятельности древних сарматов. Здесь сохранились следы разметки, которая выполнена археологами для того, чтобы составить карту наскальных рисунков и перенести для научного изучения на графическую основу. Здесь даже виден антропоморфный рисунок. Я думаю, что это человек. Раз он лежит, есть подозрение о том, что он убит или мертв. Это, надо полагать, голова, это руки. Иногда антропоморфные изображения приобретают такую форму. Этот знак напоминает государственный герб крымских татар Тарак-Тамгу. Этот объект обнаружили археологи. Они зафиксировали более 200 хорошо сохранившихся наскальных рисунков. Сейчас же мы с трудом различили 1,5 десятка изображений. Весь грот покрыт надписями современности в жанре «Здесь был Вася». Мы очень надеемся, что современная молодежь будет расти с другими ценностями и способствовать сохранению этих уникальных объектов. Ждите следующих репортажей, следующих сюжетов о достопримечательностях Крыма.